Вылет первого авиарейса паломников из Ингушетии состоится 30 июля. Как отметил заместитель руководителя регионального комитета по хаджу Руслан Мириев, группы верующих и команда медиков для их сопровождения полностью сформированы. Согласно утвержденному графику, вылеты паломников в Королевство Саудовская Аравия планируется осуществить с 30 июля по 2 августа. Всего планируется совершить 5 авиарейсов, 1 Магас-Медина и 4 Магас-Джида. На сегодняшний день полностью прошли мы, регистрацию и оформление документов на наших паломников, вылетающие с нашей республики. И есть у нас часть паломников будет выезжать, за пределы, из соседних регионов. Это с Дагестана, с Чечни и Минеральных. Определены группы и руководители групп. В этом году мы, учитывая сложность погодных условий, в этом году, как и прежние годы, последние 2 года, температурный режим высокий будет в районах Саудовской Аравии. Группы мы составили из 35 человек, чтобы каждый руководитель мог доходчивым образом, в количестве 10 человек мы сократили группы. И каждый, паломник мог в полной мере освоить те предписания согласно памяткам, которые мы подготовили и раздали. В паломничество этим летом отправится 1400 человек. Зелимхан Евлоев отметил, что нужно уделить особое внимание проведению вакцинации паломников перед отправкой в Мекку, а именно обеспечить надлежащий контроль за проведением иммунизации и выдачей сертификата о вакцинации. Кроме того, премьер подчеркнул, что фирма «Иман Тур» ответственна за своевременное выполнение всех обязательств перед паломниками. Граждане Российской Федерации, жители республики совершили благородное дело, хадж, и оказать помощь для того, чтобы все это состоялось. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2012 года в мире зарегистрировано более 2000 случаев заболевания коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома, из которых 730 закончились летальным исходом, более 80% в Саудовской Аравии. Поэтому каждый паломник, прибывающий на территорию королевства, обязан предъявить сертификат, заверенный органами здравоохранения РФ, о прививке против менингита, которая должна быть сделана 4-компонентной вакциной. Без этих прививок могут быть у паломников при прилете, даже если мы их здесь пропустим, когда прилетят уже до места назначения, там могут, естественно, там есть службы, ответственные за это, могут затребовать у них эти сертификаты и могут возникнуть проблемы. В регионах Российской Федерации в этом году выезжает более 20 500 человек на хадж, и практически во всех регионах делают именно 4-компонентной вакциной, делают вакцинацию людей, всем выезжающим на хадж. Вакцинация паломников проводится на базе республиканской поликлиники. Весь персонал обучен, все это проводится в соответствии с графиками, ежегодно все проходит без проблем, никогда проблем не было. По мере поступления вакцины мы успеем оперативно все сделать, и от 10 до 15 дней инкубационный период люди успеют получить все свои вакцины. То есть время пока еще есть, его немного. Вся проблема заключалась в отсутствии этой вакцины, потому что она не входит в календарь тех прививок, которые мы по нас проекту делаем, и профилактические прививки. Кроме этой вакцины мы еще будем проводить вакцинацию против гриппа. Пневмония, менингит, грипп, корь, краснуха – далеко не полный список заболеваний, что может ожидать хаджи. Поэтому вакцинация – один из самых важных аспектов будущей поездки. Трудности при совершении хаджа ожидают и должников. Задолженность лица превышает сумму 30 000 рублей, то выезд за пределы Российской Федерации у него будет ограничен, если он у нас проходит как должник. Поэтому настоятельно рекомендуем всем предварительно задуматься об этом. Списки вроде бы нам должны были отправить. Мы сейчас их проанализируем. Если из их числа следующих в хадж кто-то будет должник, мы его заранее оповестим и дадим ему, соответственно, время, чтобы все это оплатить и спокойно, без долгов уехать.
Также Селимхан Евлоев поинтересовался проведением обучающих семинаров для тех, кто впервые посетит мусульманские святыни. Продолжаем проводить встречи с нашими паломниками. И вопрос обсуждать все пункты, связанные с расколком ислама по хаджу. Здесь у нас важность этого подготовки как бы дает свои положительные результаты, чтобы паломник уже знал, какое мероприятие, связанное с паломничеством, каждый день по дням расписано и место проведения. 20 июля в летнем амфитеатре планируется провести итоговый семинар для всех паломников с участием ответственных лиц. Кроме того, организована горячая линия на период организации и проведения хаджа. Амина Бокова, Магомед Шаухалов, Новости 24.